прошедшую неделю по нашим сетям ходила реклама Дженишбека Назарлиева, доктора-психотерапевта, который должен был проводить вчера, то есть 31 июля, оздоровительные сеансы в Дворце культуры 40-летия Победы. Вчера, как вам известно, сеансы не состоялись. В чем причина? Информация из первых рук. Причина, значит, такая, что у нас в силу загруженности, большой загруженности работы в Якутске, в частности с больными алкоголизмами, там мы проводим сейчас оздоровительные сеансы. То есть у нас абсолютно время было очень сильно сжато. И, конечно, мы сюда приехали провести вам 3 дня оздоровительные сеансы, но в силу сложившихся определенных обстоятельств, в частности технические, там зал не готов был. Вот. Поэтому я прилетел сюда и оговорили эти все вопросы с руководством и пришли к такому общему. Мы 15 числа уже заканчиваем договор в Якутске, и непосредственно уже после 15 числа мы приедем сюда, и 17 числа у нас начнется работа. Сеансы будут проводиться 6 раз, 8 часов вечера, а там посмотрим. Если, конечно, вашим людям будет очень хорошо помогать, а я думаю, что это обязательно должно помочь, то мы можем уже по просьбе жителей, по просьбе руководства провести, может, какой-нибудь там второй дополнительный сеанс. А так сейчас у нас очень действительно много работы, мы даже этого не ожидали, что пойдет такая большая волна больных алкоголиков, а их, оказывается, очень много. И, конечно, происходит такое физическое, эмоциональное истощение. А после 15 числа получается так, что мы освобождаемся и уже приедем сюда и будем проводить оздоровительный сеанс. Конечно, уже говорит о том, что мы решили сделать первую благотворительную такую акцию, провести первый сеанс благотворительно. Но это еще раз говорит о том, вчера, 17 августа, в субботу, на спорткомплексе «Шахтер» начал свою работу благотворительным сеансом врач-психотерапевт Дженишбек Назарлиев, город Москва. Смотрите фрагмент записи. Здесь делать какие-то демонстративные элементы, которые это обычно делают театральные гипнотизеры. Здесь у нас будет работа очень серьезная. Каждый из вас почувствует на себе особое состояние. И я бы хотел предупредить, что на следующие сеансы каждый из присутствующих, потому что многие из присутствующих сюда пришли с братьями, может быть, с родителями, кто-то из вас пришел с друзьями, чтобы они рассаживались по разным местам. Почему? Потому что по ходу нашей работы возможно всякое проявление. Все-таки действительно сейчас наше общество до такой степени упростило наше сознание, что мы любое проявление в силу своей некомпетентности, в силу отсутствия культуры начинаем усмехаться. И поэтому, если завтра вдруг рядом сидящий ваш знакомый начнет смеяться, что вы делали какие-то непроизвольные движения, кто-то, может быть, плакал, вот у кого-то, может, где-то что-то подергивалось, или он упал. Чтобы вот такого не было, я вас попрошу, чтобы каждый из вас рассаживался по разным местам. Кроме этого, движущей силой человека по Фрейду, это в первую очередь, по его лекциям, является пансексуализм и страх. Я первое уберу в сторону, об этом надо говорить очень долго, но возьму вторую сторону, это страх. Каждый из вас индивидуален, каждый из вас закомплексован в силу определенных сложившихся ситуаций. Поэтому каждый из вас где-то в жизни просто боится остаться одиноким. И он за кого-то держится. Непосредственно наша работа будет заключаться в том, чтобы каждый из вас по ходу нашей работы остался сам собой наедине. Чтобы мне было намного легче каждого из вас ввести в такое состояние, чтобы каждый из вас мог полностью быть гармоничен с природой. Скажите, пожалуйста, а зрению вы помогаете? Какое? Зрению, глазам. Зрение. Ну, я еще раз к этому вопросу скажу ответ. Что было в прошлом году в этом зале? Значит, было -8, стало -2. Таких случаев у нас было непосредственно в городе Нерюнгри 2 случая. У меня даже есть их письма. Насчет дозирования и количества сеансов, знаешь что,
По договору у нас мы проведем еще 5 таких сеансов. Но это не говорит о том, что я проведу 5 сеансов, и на этом все это застопорится, все это остановится. Я у каждого из вас в вашем внутреннем подсознании оставлю навязчивый след, навязчивый код, который будет работать и месяц, и 2, и 1,5. И поэтому некоторые заболевания могут пройти через месяц, через 2. Потому что когда я получал непосредственно письма, вот будем говорить, от вашего города, у некоторых больных проходили заболевания, вот как язвенная болезнь, через 2 месяца. Это будет происходить помимо вашей воли, потому что работа будет идти непосредственно на подсознание. Так, и еще один вопрос. Вот если, допустим, завтра начнутся рези, какие-то страшные головные боли, что предпринимать? Ничего не надо предпринимать. Вообще ни обезболивающих, ничего. Ничего не надо предпринимать. Далее. Я еще один хочу заострить такое внимание. Те больные, которые страдают определенными заболеваниями, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, какие-то, будем говорить, тяжелые заболевания, которым медики назначили очень большое количество медикаментов, вплоть до гормональных препаратов, я попрошу этих больных не исключать этих препаратов. Резкую отмену делать не надо. Отмену вы будете делать сами по состоянию своего здоровья. Как это было в прошлом году, когда женщина с артериальным давлением 220/180 принимала по 10-12 таблеток клофелина, а к концу 4-го сеанса он начал принимать по 2-3 таблетки. То есть непосредственно организм, ваша внутренняя психика будет подсказывать, сколько употреблять, сколько не употреблять. Но полностью исключать, я вам говорю как доктор. Я вам не говорю, сейчас я подойду, прикоснусь к каждому из вас на ваше больное место, я вас освобожу от этого заболевания. Я говорю это компетентно и честно. Поэтому ни в коем случае все медикаменты, которые выписали вам медики, не исключать. Получайте до тех пор, пока вы сами будете чувствовать. Если получаете эффект от нашего сеанса, значит постепенно будете снижать дозировку. Все, следующий. Хотела спросить, а беременным можно присутствовать? Беременным можно. Через некоторое время мы с вами начнем наш первый психотерапевтический сеанс. Бояться какого-то необычного проявления не надо. Я вас еще раз предупреждаю. Никакого страха. У каждого появляется определенное внутреннее такое волнение и определенное такое состояние возбуждения, напряжения, раздражительности, чувство потливости, чувство тяжести. Их очень много таких субъективных проявлений буду вызывать искусственно, то есть профессионально. И это же состояние профессионально сниму. И пусть каждый из вас просто представит, что он очень сильно устал. Каждый из вас вправе отдохнуть, просто вылечиться, получить какой-то заряд, духовный заряд, чтобы каждый из вас завтра почувствовал чувство порхания, легкости. Куда-то ушла раздражительность, куда-то пропала боль. Каждый из вас должен просто отдыхать и находиться со мной наедине. Не думайте о рядом сидящем, отключитесь, почувствуйте свои ноги, руки, голову, лицо. Можете прикрыть глаза. Я попрошу всех прикрыть глаза. Немного успокойтесь. Небольшое волнение, но это волнение проходит. Каждый из вас успокоился. Постепенно по залу пойдет приятная волна. Кто-то стал ощущать эту волну уже на ногах. Она постепенно будет подниматься и постепенно начнет окутывать весь зал и каждого из вас. Закрыли глаза. Я начинаю счет.
Раз. Два. С каждым моим счетом этот туман будет сгущаться, усиливаться, и вы будете впадать в приятное, дремотное, сонное состояние. 3, 4, 5. Все мысли сконцентрировали на мышцах ног. 6. Чувствуем, как они тяжелеют, еще больше, еще сильнее. Постепенно тяжесть переходит на область спины, живота. Отяжелели плечи. 7, 8. Постепенно тяжелеют руки, ладони. В голове появился легкий туман. Он с каждым моим счетом сгущается, и вам не хочется думать, вам уже не хочется шевелиться, вам не хочется уже двигаться. Отяжелели мышцы шеи, лица. 10, 9. С каждым моим счетом еще глубже, еще крепче впадаем в приятное, дремотное состояние. Сейчас пойдет вторая волна по залу. Еще крепче начнет окутывать каждого из вас. 11. Отяжелело все тело. Не хочется думать. Вас ничто не тревожит. Вас ничто не беспокоит. Только приятный покой. Каждому из вас необходимо просто отдохнуть. Отдыхайте. 11. 12. Еще крепче. Еще глубже. Приятное и сонное состояние. 14. При этом сердце бьется совершенно спокойно, ритмично и равномерно. Дыхание глубокое, свободное. Каждая клетка вашего головного мозга, каждая клетка вашего организма отдыхает, набирает силу, набирает энергию. Это необходимо, чтобы вы завтра почувствовали, что появилось хорошее настроение, куда-то ушла раздражительность, куда-то ушли боли, переживания, стало легче дышать. 15, 16. У кого-то вспотели ладони, у кого-то ощущение ползания мурашек,
Кто-то не может поднять ноги, руки. И не надо поднимать. Находитесь в том состоянии и ощущайте все то, что с вами происходит. Кто-то крепко заснул. Вы ему не мешаете. А кто-то просто находится в приятном, дремотном состоянии. 16. Еще крепче, еще глубже. Сон. 18. 19. 20. Вас ничто не тревожит, вас ничто не беспокоит. Мой голос действует на вас успокаивающе, расслабляюще и усыпляюще. Вы продолжаете слышать мой голос и приятную, нежную музыку. Каждая клетка вашего организма отдыхает. Она заряжается, а может быть просто перезаряжается. И каждый из вас завтра почувствует своеобразное состояние легкости, бодрости, потому что я в вашем подсознании оставлю след. А кто курит? Курят многие, но просто многие не задумывались. А кто задумывался, он задумывается еще больше. И завтра почувствует, что нет просто тяги. Я не говорю отвращения. Это нас всю жизнь вырабатывали собачьи рефлексы. Просто безразличие. Просто не хочется. Вот и все. Дети, страдающие ночным недержанием мочи. Вот четко ты меня слышишь. Напрягся. Услышь меня еще раз. Да, вот ты. Ты проснешься. Проснешься помимо своей воли и попросишь маму или бабушку сходить в туалет. Ты избавишься от этого заболевания. Миома, фибромиома, другие гинекологические заболевания. Почувствовали приятное тепло внизу живота. Может, даже какой-то спазм, какое-то напряжение. Это началась работа. Работа всех ваших внутренних резервов. Настроя — это ты, я и твоя болезнь. Будь со мной. И мы победим. После сеанса вы будете чувствовать легкость, бодрость, чувство порхания. Все влилось. Сегодня программа ДВМ прощается с вами. Напоминаем, что доктор Дженишбек Назарлиев ждет вас 18, 19, 20, 21 и 22 августа на спорткомплексе «Шахтер». Здоровья вам, уважаемые зрители телеканала «Интеграл». 8. Значит, 10. Все прошло. И каждый находится в том состоянии, в котором он пришел.